Это еженедельная программа «Новости IT». Сегодня поговорим о технологических новинках прошедших 7 дней, как они, эти технологии, чувствуют себя в нашей стране и как к ним относятся россияне. А также узнаем, что заставило бугуртить мировое игровое сообщество. Поехали! Илон Маск к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе. В его громком заявлении для переселения людей всего-навсего потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship. Без билета, как говорит Илон, никто не останется. Если нет денег, то люди должны иметь возможность взять кредит. Правда, как они будут отдавать этот кредит, с учетом времени пути и обустройства на новой планете, не уточняется. В общем, к середине века в космос будут отправлять по 3 корабля ежедневно. Ежегодно для людей там будет требоваться огромный объем стройматериалов, инструментов, продуктов, воды и систем жизнеобеспечения. По мнению Маска, должно хватить 1000 звездолетов, чтобы обеспечить колонию всем необходимым. Все те же Dragon Crew и Starship в этой космической одиссее смогут принимать на борт до 100 человек и 100 тонн груза единовременно. Новые технологии на этой неделе внедряются не только в космосе, но и в сельском хозяйстве. Японская компания Kubota представила беспилотную машину под названием X-Tractor, которая мало того, что работает на электрической энергии, так еще и умеет определять лучшее время для посадки и сбора растений. Сельскохозяйственный дрон оснащен электрическим двигателем и, по заверению производителей, не вредит окружающей среде. Правда, экспертов мучает вопрос объема аккумуляторной батареи и на сколько часов или минут ее хватит, так как Kubota об этом благополучно умолчали. Компания вполне может создать приложение, через которое фермеры смогут контролировать все показатели трактора и управлять его функциями. Для передвижения машины используют 4 модуля с гусеницами, которые способны крутиться в разные стороны, независимо друг от друга. Вероятно, всего это сделано для того, чтобы машина смогла свободно передвигаться даже по самым сложным дорогам. Например, благодаря такой конструкции трактор сможет двигаться по заполненным водой рисовым полям. На данный момент известно, что японский трактор способен оценивать уровень роста посаженных растений. На основе этих данных встроенный в машину искусственный интеллект будет определять лучшее время для сбора урожая. Между тем, экологичная и дешевая электроэнергия открыта в Бразилии. Новый способ производства нашла 22-летняя студентка. Для этого ей понадобились всего-навсего бумага, графит и вода. Эта студентка из Бразилии разработала новый способ производства электроэнергии, используя только бумагу, графит и пар. 22-летняя Келли Морейра из Государственного университета Санта-Мария в городе Порту-Алегре продемонстрировала свое изобретение агентству Рейтер. Объединив вместе 20 квадратных листов бумаги, окрашенных графитом, Морейра смогла включить 60 светодиодных ламп. Стоимость материалов для генерации такого количества энергии оценивается примерно в 5 центавов или 75 копеек. Механизм простой, но мощный. Энергия производится из молекул воды, присутствующих в воздухе в виде пара. Они попадают на листы бумаги с графитовым покрытием, которые сложены вместе. Получаемая энергия не связана с какими-либо химическими веществами. Ее выделяют ионы, присутствующие в атмосфере. Это и есть причина, почему этот способ устойчивый и экологически чистый. Хотя Морейра находится на ранней стадии исследования, она намерена развить идею и в будущем довести мощность подобной установки до такого уровня, чтобы света хватало на целые дома. А доступность материалов и их низкая стоимость помогут обеспечить электричеством бедные районы по всему миру. Отечественная Минкомсвязи предложила убрать препятствия для оперативников на онлайн-доступ к различным данным. В частности, речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисах. Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда. Проводить оперативно-розыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный. Перейти на такую систему, как считают в министерстве, можно будет к 2024 году. Если взвесить все «за» и «против», то выходит примерно следующая ситуация. Действительно, вопрос необходимости постоянных запросов, та еще бюрократия, практически каждое расследование требует подобной информации. Это не раз озвучивали эксперты. С другой же стороны, тайна переписки закреплена Конституцией, и суд выступает неким таким гарантом, создавая систему сдержек и противовесов. Понятно, что в 99
99% случаев эти запросы удовлетворяются, и в них вносятся не только те, кто действительно участвует в деле, но и попутно все, кто конкретно к этому не имеет вообще никакого отношения. При таком потоке документов пристально списки сверяют редко. Но это же как ребенок со сладким. Мама разрешает, и он берет дозированно убрать из этой цепочки маму. И что делает ребенок? Объедается конфетами сам и будет раздавать друзьям. В общем, сам факт нарушения конституционных прав, если проект одобрят, есть. Взяли вопрос на карандаш, посмотрим, что на это скажут законодатели. Но, как показывают опросы ВЦИОМа, россияне боятся вовсе не людей, просматривающих их переписку, а искусственного интеллекта. Опрос провели в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Негативное отношение к ИИ в основном связано с возможностью технических сбоев – 31%. 17% респондентов в качестве причины назвали проблемы в работе техники. 8%, пересмотрев «Терминатора», выход машин из-под контроля. А 6% считают, что в целом человек надежнее. Кроме того, негативное отношение обусловлено угрозой безопасности личных данных, так говорит 21% опроса, взлома и хищения персональных данных 12%, и нарушение личного пространства боятся 9% опрошенных. Также граждане опасаются сначала замещения связи между людьми. Сейчас это наглядно видно, когда вместо того, чтобы общаться друг с другом, идет зависание в телефоне. А потом и замещение людей машинами на рабочих местах. Такое опасение есть у 16% респондентов. Но все же большинство опрошенных считает, что развитие этой технологии необходимо, и не зря. Ведь, как оказалось, искусственный интеллект раньше всех предсказал вспышку заболеваемости коронавирусом в Китае. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения уведомила общественность об этом только 9 января, а вот канадская платформа по мониторингу здоровья 31 декабря 2019. Для справки, алгоритм Blue Dot запустили в 2014 году и вложили в него без малого $9,5 миллионов. В настоящее время в компании работают 40 сотрудников, врачей и программистов, которые разрабатывают аналитическую программу по надзору за заболеваниями. Делается это путем просматривания новостей на 65 языках, а также данных авиакомпаний и сообщений о вспышках болезни животных. В случае с коронавирусом немаловажен опыт 2003 года, во время вспышки SARS, когда китайское правительство длительное время скрывало информацию об эпидемии. Поэтому к Поднебесной в этом плане внимание особо пристальное. После того, как автоматизированный отбор данных завершен, выводы алгоритма проверяют эпидемиологи. Составленный отчет затем направляется должностным лицам общественного здравоохранения в десятки стран, авиакомпаний, больниц, где могут оказаться зараженные пациенты. Так Blue Dot смог правильно предсказать, что коронавирус из Уханя появится сначала в Бангкоке, затем в Сеуле, Тайбэе и Токио. Более того, в прошлом алгоритм успешно предсказал вспышку вируса Зика в Южной Флориде. Так что, если бы не Blue Dot, Всемирная организация здравоохранения предупредила бы нас о вирусе не 9 января, а много и много позже. В начале недели все издания пестрили новостями о том, что вспышка инфекции отразится на крупнейших поставщиках техники, таких как Apple и Samsung, и что, скорее всего, им придется отложить свои весенние презентации новых устройств, так как своевременные поставки гаджетов обеспечить к этому времени не удастся. В случае с яблочниками опасения развеяла компания Foxconn, один из крупнейших поставщиков Apple. Там заявили о том, что вспышка коронавируса в Китае не повлияет на исполнение ее обязательств перед клиентами. Но нет-нет, а эпидемия все же отразилась на ситуации с технологическим рынком. И где бы вы думали? Конечно же, в нашей стране. Производителям, таким как Huawei, Xiaomi, Vivo и Apple, пришлось сдвинуть сроки для России пока на 2 недели. Так что всеми ожидаемый iPhone SE 2 или iPhone 9, которые вот уже 4 года ванго-аналитики предвещают в аккурат абсолютно к каждому марту, особо одаренный и к сентябрю, если все-таки и выйдет, то велика вероятность, что в нашу страну он попадет в числе последних. А вот у себя в стране так легко купертиновцы отделаться не смогли. Apple вместе со своим поставщиком чипов для iPhone и планшетов оштрафованы на $1 миллиард с лишним за нарушение патентов. 1 миллиард 100 миллионов долларов. Столько Apple и производитель чипов Broadcom обязаны выплатить Калифорнийскому технологическому университету. Причем большую часть этой суммы, 837 миллионов, возьмут именно с компании Тима Кука. Такой вердикт вынес суд присяжных. Заседатели посчитали доказанным, что в продукции яблочной корпорации, такой как iPhone, iPad и Apple Watch,
использовались чипы, созданные по запатентованной университетом технологии. При этом само учебное заведение разрешения на это не давало. Это один из крупнейших штрафов за нарушение патентов в истории США. До этого лишь 5 раз ответчику присуждали выплаты больше $1 100 000 000. Ирония еще и в том, что обычно именно Apple судится с различными компаниями, чаще всего с азиатскими, из-за того, что они незаконно используют ее технологии. По крайней мере, в этом обычно уверены в Купертино. На этот раз детище Стива Джобса свою вину не признало. Адвокаты корпорации утверждают, что вердикт основан лишь на том, что Apple использовала чипы Broadcom и презумпции вины ее поставщика. Кроме того, даже если технологии и были краденными, Калифорнийский технологический университет не понес никаких потерь, утверждают юристы. И Apple, и Broadcom намерены подать апелляцию. А теперь к игроновостям. Как и обещали Blizzard, на этой неделе был запущен в продажу ремастер их популярнейшего проекта Warcraft 3, который получил название Reforged. Но, вопреки ожиданиям, завышенность которых, скорее всего, и сыграла злую шутку, запуск этот оказался, мягко говоря, неудачным. На платформах царит массовая истерия, а игру макают в нули на Metacritic. На момент написания материала к этому выпуску оценка опустилась ниже единицы, и это беспрецедентный случай. Особенно с Blizzard, фанаты которой настолько преданы серии Warcraft и другим их проектам, что ранее оправдывали почти все шероховатости, но не в этот раз. Поводом стало расхождение с тем, что представили на BlizzCon 2018, и тем, что игроки получили в конечном итоге. Итак, по порядку. Нет кат-сцен современного уровня с соответствующей анимацией и крупными планами. В демо такая кат-сцена, кстати, была. Новую графику заметно упростили, нет больше и переделанного интерфейса. Пререндерные ролики остались на уровне оригинала, но об этом Blizzard предупреждала заранее. Исключений всего два. Это вступительное видео и сражение Иридана с Артасом. Кроме того, судя по сообщениям на Reddit, Reforged страдает от различных багов и ошибок. Среди них, когда загружается миссия кампании, вместо игры появляется экран с поражением. Также игра спотыкается и вылетает в главном меню. В мультиплеере не удается подключиться к матчам. Несмотря на вышеупомянутое упрощение графики, грузит систему переработанный Warcraft на уровне современных AAA проектов, а иногда даже и выше. У кого-то пропадают модели персонажей и так далее и тому подобное. При всем при этом в то, что вышеупомянутые косяки исправятся ближайшими патчами, верится слабо. Во-первых, уж слишком много исправлять. Во-вторых, большинство недовольств связано не с техническими багами, а с самим концептом и базой переработок. Нет, кое-что, конечно, поправится, но в общем и целом впечатление уже испорчено да нельзя. Опять же, оценка меньше единицы тому подтверждение. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.